Директор Центра уйгурских исследований Абдулхаким Идрис заявил, что после того, как 18-19 декабря закончилась его деятельность в столице Индонезии Джакарте, там была организована акция протеста. Абдулхаким Идрис сказал радио «Свобода». Мусульманские НПО в Индонезии поддерживают уйгуров, и известные университеты в Индонезии проводят конференции, посвященные уйгурам. Молодежные движения в Индонезии, особенно их лидеры, говорят с нами об угнетениях уйгуров на брифингах, которые мы готовим. Публикации и распространение на индонезийском языке моей книги «Красный апокалипсис. Монополизация Китая в турецко-исламском мире и уйгурская трагедия» и доклада о зверствах Китая, которые являются продуктом деятельности Уйгурского исследовательского центра, а также продвижение веб-сайта центра на индонезийском языке и наша деятельность на индонезийском языке в соцсетях, возможно, расстроили некоторых сторонников коммунистического Китая. 18 декабря прокитайские протестующие выступили в Индонезии, угрожали подать в суд на издательство и даже провели пресс-конференцию в отеле, где мы остановились, рассказал Абдулхаким Идрис. Экономика Китая в последнее время находится в тяжелом положении, и правительство подвергает цензуре аккаунты экономических аналитиков в соцсетях, которые пишут об этом. При попытке подписаться на аккаунты известных китайских аналитиков в китайском приложении для коротких видео Douyin, TikTok и новостном приложении Тутиао перед пользователями появляются высказывания. За этим пользователям нельзя следить из-за нарушения правил платформы. В крупных городах Китая, где доля христианского населения не превышает 4%, а также в других частях страны, празднование Рождества, сопровождаемое сверкающими украшениями, не очень популярно из-за опасений по поводу иностранного культурного влияния, в то время как на первый план выходят негласные запреты. Согласно отчету, составленному Reuters, некоторые местные органы власти предупредили граждан, чтобы они держались подальше от празднования Рождества, чтобы избежать влияния иностранных культур. Яркий пример – торговый центр провинции Юньнань на юго-западе страны выпустил уведомление для своих арендаторов с просьбой не продавать рождественские открытки и подарки и даже воздержаться от развешивания украшений. Посол афганского правительства талибов в Пекине Асадулла Билал Карими встретился в пятницу с главой Департамента по делам Азии МИД КНР Лю Цзиньсуном, чтобы обсудить афгано-китайские отношения. Согласно заявлению посольства Афганистана в Пекине, Карими подчеркнул, что безопасность гарантирована на всей территории Афганистана и что у китайских компаний есть хорошие возможности инвестировать в инфраструктуру, дороги, энергетику и другие секторы Афганистана. Израильские СМИ сообщили, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху работает над тем, чтобы палестинцы в Газе добровольно переселились в другие страны. Как сообщает израильская газета «Хайом», Нетаньяху заявил на встрече с депутатами от партии Ликуд: «Наша проблема в странах, которые готовы принять беженцев. Мы работаем над тем, чтобы решить эту проблему», — сказал он. Новая тюрьма, известная как колония «Полярный волк», куда помещен самый сильный оппонент Кремля и Владимира Путина Алексей Навальный, считается одной из самых суровых тюрем в стране, в 1900 километров от Москвы и в очень холодном регионе. Лидер российской оппозиции Алексей Навальный, о котором, как сообщается, ничего не было слышно уже несколько недель, был переведен в российскую исправительную колонию к северу от Полярного круга.